Сегодня день спонтанного проявления доброты. В этот праздник принято радовать незнакомых людей, заботиться о близких и животных. Начало такому событию положено в 1997 году. Ты знаешь, что сегодня день спонтанного проявления доброты? К сожалению, нет, первый раз слышу. Да? Давайте я вас обниму. Да, у нас классный руководитель нам сегодня сообщил об этом. Нет. Конечно, знал. Хотите, я вам жвачку дам? Нет, не знаю. Вполне возможно. Я вас люблю. Желающим проявить доброту можно обратиться в Центр социальной помощи малоимущим и пожертвовать вещи нуждающимся семьям и детям. А что, по-вашему, проявлять доброту? Как-то помогать близким. Говорить хорошие вещи, например, другим людям, комплименты. Ну, например, помочь человеку больному. Часто объявления про детей. Но я иногда посылаю денежки. Значит, бескорыстно помогать людям. Внимание человеку оказывать, помогать, если у него что-то случилось. Не знаю, доброта – это очень странное чувство. Но мне кажется, объятия, общение вот такое доброе. Как ты считаешь, в нашем мире больше добра или зла? Ну, мне кажется, все-таки больше добра, потому что в последнее время люди стараются более чутко относиться друг к другу и помогать. Больше зла. Очень много плохих, угрюмых людей ходит на улице. Ужасная погода. Очень много у нас сейчас невоспитанности. 50 на 50. Ну, в России, конечно, больше добра все-таки. А так бы мы не выжили до сих пор. Какие добрые дела вы сегодня сделали? Хороший вопрос. Наверное, приехал к своим друзьям, к другу, поддержал его. Похвалила блузку моей одноклассницы. Сегодня ничего еще не сделал полезного. Дал вам жвачку. Я думаю, доброе дело еще впереди. Как говорил актер и клоун Юрий Никулин, если каждый из нас сделает счастливым хотя бы одного человека, то все на земле будут счастливы. Доброте не нужна назначенная дата. Добрым можно быть каждый день. Виктория Лихачева, Александр Кочкин, учебное телевидение СГУ.